И первой, кому мы помогли в рамках нашего проекта, жительница столицы Евгения Винокурова, многодетная мама 5 детей. 3 года назад от нее ушел супруг. Женщина даже завела небольшое хозяйство, чтобы хоть как-то прокормить свою семью. Но, тем не менее, денег катастрофически не хватает, а помощи ждать неоткуда. О жизни и выживании большой семьи в материале нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Набрать воду из озера, расколоть дрова, растопить печь, накормить животных – это ежедневные будни 9-летнего горожанина Леонида. Он из многодетной семьи. У мамы Евгении 5 детей, которые стараются поддерживать ее во всем. Кроме отличной учебы, спортивных достижений, они главные помощники по хозяйству. Старшие носят воду с близлежащего озера, колят дрова, а девочки ухаживают за животными. Дрова колет у меня сын 13-летний, уже вот, с 9 лет колет. Так, еще вот все работы распределены. Кто-то коз кормит, кто-то кто-то доит, кто-то эту. Печку топит. Вот печку, когда если по необходимости уезжая в город, значит старший приезжает и топит печку. Вот так вот. И вот 9-летний тоже топит. Все контролируем между собой. Козлята и цыплята в этом году перебрались из коровника в дом. Мера вынужденная. Дров мало. А топить еще и коровник экономически невыгодно. И мне вот привезли дров, 1 машину. И еще один мне помог вот с углем. Ну, сейчас попробую с углем как-то экономичнее, чтобы вышло. А то я в год 9 машин топила. Из-за финансовых трудностей Евгения вынуждена была стать козоводом. Этим она успешно занимается 4-й год. Козы не только дают вкусное молоко, но и приносят небольшой доход. Оставила себе 6 коз, потому что были долги, поэтому мне пришлось продать остальные 10 маток. Я жду прибавления уже где-то в конце февраля окотов. Так, и потом я буду постепенно, некоторое молоко я себе оставляю, а то, что остатки я продаю. Чтобы сократить свои ежемесячные расходы, Евгения мечтает провести в дом газ. Сегодня осуществить задуманное не представляется возможным. Помимо отсутствия денежных средств, земельный участок, на котором стоит дом, никак не удается оформить. Как многодетная я хотела оформиться, а мне говорят, что это участок сота. А сот говорит, что это не сотовский по документам. Отсутствие документов чинит еще одно препятствие. Евгения не может поставить себе забор. В прошлом году бродячие собаки задрали половину ее хозяйства. Бродячие собаки утащили коз, у меня цыплята все 30-40 голов умерло. Короче, кроликов утащили. Короче, без присмотра никак, потому что у меня забора нету. Вот изгороди нету отдельного. Евгения стойко переносит удары судьбы. Бывает сложно, признается она. Подрастающие дети, конечно же, требуют финансовых затрат. Но многодетная мама не унывает и в одиночку пытается найти выход из сложившейся ситуации. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.